Я опоздала, извините, учитель может задержаться на какое-то время. Последний раз мы с вами встречались в нашей школе «Точка роста» 24 ноября, и весь ноябрь был посвящен проблеме реализации программ по информатике в тех школах, где имеются ресурсы «Точка роста». А декабрь месяц у нас будет посвящен реализации рабочих программ учебных предметов и курсов неурочной деятельности в тех образовательных организациях, где установлены ресурсы Центра образования «Точка роста». Но нужно сказать, что вот эти вот ресурсы, которые имеются в точках различной направленности, естественно, научной, технологической, гуманитарной, они очень тесно перекликаются между собой, и таким образом мы можем иметь возможность такого вот междисциплинарного использования ресурсов данного уникального образовательного центра. Сегодня мы с вами рассмотрим ряд вопросов, которые касаются, значит, первое, это очень актуальный такой вопрос, как реализация требований к разработке и размещению программ учебных предметов на официальном сайте образовательной организации. И второй и третий вопросы будут посвящены конкретно уже реализации ресурсов центров «Точка роста» во внеурочной и урочной деятельности. Начну с требований, которые выдвигаются. Простите, пожалуйста, забыла совершенно представить наших экспертов из города Инты. Вообще нужно сказать, что Инта принимает очень активное участие в реализации программы нашей онлайн-школы «Точка роста». Сегодня с нами Баскакова Ольга Юрьевна, учитель химии и биологии школы номер 5 города Инты, и Живых Марина Борисовна, учитель начальных классов школы номер 10, тоже города Инты. Спасибо им большое за участие в нашей школе, за активное участие в методических семинарах. И после моего небольшого вступления я предоставлю слово нашим уважаемым экспертам. Итак, начнем с административных вопросов. В конце октября у нас был вебинар, который был посвящен разработке раздела «Точка роста» на официальном сайте образовательной организации. В тот день у нас нашу школу посетило всего 5 человек, и я думаю, это были те люди, которые отвечали за ведение официального сайта. Но нужно сказать, что данная информация была актуальна для всех педагогов, которые работают в точке роста. Дело в том, что мы должны с вами исполнять не то что методические рекомендации, мы должны исполнять указания, которые предложены Академией просвещения, которая курирует данный проект федеральный. И коль мы реализуем федеральный проект, то и должны выполнять федеральные требования. Я посмотрела наши сайты так вот выборочно, и, к сожалению, вот нигде не увидела того, что от нас требует Министерство просвещения и Академия Минпроса, наш федеральный куратор. Значит, давайте проследим по этому сайту, что у нас что должно быть. Ну, во-первых, на официальном сайте образовательной организации должен быть создан раздел «Точка роста». Такой раздел создан, но его наполнение очень далеко от того, что требуется. Сейчас мы будем говорить конкретно о подразделе «Образовательные программы». Образовательные программы предметов должны быть размещены обязательно в этом подразделе или иметь гиперссылки на раздел официального сайта, где у нас имеется раздел образования. Далее. Должна быть представлена информация о порядке осуществления образовательной деятельности по программам на базе Центра «Точка роста». Также должна быть отражена информация о сетевой форме реализации программ. То есть это могут быть какие-то в сетевой форме могут быть реализованы
модули отдельные, модули программы или блоки, как угодно вы их можете называть. Это в сетевой форме могут быть реализованы программы дополнительного образования детей. В сетевой форме могут быть реализованы программы курсов неурочной деятельности. Но эта информация обязательно должна быть. Все сотрудничают с социальными партнерами. И вот эта информация должна обязательно быть представлена на сайте. Далее должны быть представлены сведения о категории обучающихся, которые осваивают вот те или иные программы. То есть или это могут быть дети с ограниченными возможностями здоровья, так, или это будут дети, которые показывают выдающиеся результаты, подтверждающие высокий уровень освоения учебных дисциплин. И какая-либо иная информация, которую вы можете разместить на сайте. Эта информация подтверждает реализацию тех программ, которые разработаны с использованием ресурсов «Точка роста». Так, я вам показываю сейчас снимки с экрана совершенно других образовательных организаций, не из Республики Коми, ну, чтобы никому не было обидно. Ну, какая-то школа из Российской Федерации. То есть, посмотрите, вот если будет открыт подраздел «Образовательные программы», то выходит вот такой вот список, должен выйти, ну, что-то подобный вот список, в котором перечислены все программы, которые реализуются в данной образовательной организации с гиперссылками. Так, ну, вот возможно, такое оформление подраздела программы. Но судя по тому, какие здесь предлагаются темы, шахматная гостиная, проектная мастерская и так далее, молодой журналист, то есть это, конечно же, программы курсов внеурочной деятельности. Так. Да. Как должна выглядеть программа, как должен выглядеть титульный лист программы? Давайте посмотрим. Значит, во-первых, не должны размещаться такие программы на титульном листе, которого нет согласования с директором, с какими-либо другими структурными подразделениями школы, как это у вас принято в соответствии с уставом. Должны быть везде подписи и должна стоять печать образовательной организации. Это первая особенность. Вторая особенность, обратите, пожалуйста, внимание, что указывается обязательно с использованием оборудования центра «Точка роста». Это требование такое. Так что дополнить титульный лист вот такой вот формулировкой не составит никакого труда. Так, что еще может быть? Вот какая-то другая информация. Вот посмотрите по дате. Уроки химии 22 октября, лабораторная работа по магнетизму 25 октября. Вот эта вот информация была расположена в новостной ленте образовательной организации. Так? Вот ничего особенного, но здесь, по крайней мере, мы видим, как осуществляется использование ресурсов, которые этот центр предлагает, и показаны какие-то элементы учебной деятельности учащихся. Вот кажется, а что тут такого? Но это очень важный момент, ибо мы таким образом отчитываемся, как идет реализация тех ресурсов, которые вложило государство или республика в учебный процесс. Вот обратите внимание, вот там, где показаны уроки химии, стоит баннер «Точка роста». Это тоже очень хороший такой вот момент. Не просто класс какой-то чистенький, прибранный, да, а именно то, что здесь школа позиционирует, что они используют эти ресурсы. Это очень важный момент, и мы должны стремиться вот продемонстрировать, что в наших школах тоже имеются такие вот ресурсы, и мы на основе этих ресурсов осуществляем учебный процесс. Так, там еще должна быть картинка. Академией просвещения выпущены методические пособия по всем предметам
методические рекомендации по всем учебным предметам, по биологии, физике, химии, информатике и технологии. Вот в этих методических пособиях рекомендуются, имеются варианты, которые предлагают нам варианты составления образовательного тематического планирования, так, и использования ресурсов. На этом сделаем акцент. Так. Такие есть. Структура программы учебного предмета определяется нормативными федеральными документами, и сейчас эта программа более или менее упрощена, как я считаю, но для того, чтобы осуществлять учебный процесс с использованием ресурсов «Точка роста», мы должны дополнить это наше тематическое планирование. Посмотрите, какой колоночкой. Вот самая последняя колонка – использование оборудования. Это тоже это вот важное требование. Если у вас нет в вашем тематическом плане такой вот колоночки, ее обязательно нужно дополнить и вписать, какое оборудование вы будете использовать на уроках. Таким образом, вы и сами себя будете самодисциплинировать и смотреть, насколько часто вы используете то или иное оборудование, насколько оно востребовано. И, может быть, в ходе такого вот анализа вы сможете посмотреть, как повысить эффективность использования этого оборудования. Так, далее, на что обратим внимание, что в методических рекомендациях, в этих брошюрках, дано ограниченное количество уроков, то есть не все уроки расписаны, как бы нам хотелось, так? Поэтому вам предстоит проделать, еще раз провести какую-либо работу по уточнению своего тематического планирования. Так. Ну, в основном вот тематические планы учителей по физике, по химии, они так или более или менее все-таки удовлетворяют нашим требованиям, они отражают и системно-деятельностный подход, но, к сожалению, такое проявляется не всегда. Вот, например, здесь вот показан у меня фрагмент тематического плана по информатике. И вот обращаю ваше внимание на предпоследнюю колонку «Деятельность учащихся». Посмею зачитать: слушание объяснений, наблюдение за работой учителя. 35-й урок: слушание объяснений, наблюдение за работой учителя. То есть и это начиная, по-моему, с 7 класса, вот деятельность учащихся сводится вот к такой вот формулировке: слушание объяснений, наблюдение за работой учителя. Вот здесь не показано, не отражено, какие же универсальные учебные действия формируются на уроках с использованием данных ресурсов, так и, то есть непонятно даже, формируется ли у учащихся хоть какая-то элементарная функциональная грамотность. Вот большие такие вот претензии вот к тематическому плану по информатике. Наиболее меня устраивает как методиста тематическое планирование, которое представлено по физике. Здесь раскрываются и основное содержание, и целевая установка. И вот что самое отрадное, здесь четко выделены предметные результаты обучения и метапредметные результаты обучения. На какой форме вы остановитесь, на каком уровне подробностей вы остановитесь, это уже, как говорится, касается вас как учителей предметников, вашего методического объединения, как вы решите, насколько подробно вы будете разрабатывать тематический план, но самое главное требование, то, что должна быть колоночка использования оборудования. И виды деятельности учащихся должны отражать так или иначе системно-деятельностный подход. Так, обратную связь я потом еще раз покажу. Так, вот это вот хотела так вот очень бегло напомнить. И
Если у кого нет вот таких вот методических рекомендаций, то затем вы можете обращаться на кафедру естественно-научного образования по ссылке, которую я вам потом представлю в конце вебинара. Вообще, если будут вопросы вот по такому вот очень актуальному, такому злободневному, по такой актуальной злободневной проблеме, как тематическое планирование, то, пожалуйста, обращайтесь. И кто-то стоит за самое краткое такое тематическое планирование, но здесь мы должны немножечко его пересмотреть с позиции и вот формирования функциональной грамотности и с позиции использования оборудования. Ну а сейчас я предоставлю слово нашим экспертам. И первый эксперт – это Живых Марина Борисовна, которая расскажет о особенностях организации учебно-воспитательного процесса в школе. Простите, номер я уже забыла. Сейчас она нам сама скажет. Добрый день, уважаемые коллеги! Я Живых Марина Борисовна, учитель начальных классов школы номер 10 города Инты. Тема моего выступления – использование ресурсов точки роста для организации внеурочной деятельности. Точка роста – это огромная находка и удача для нас, учителей, родителей и детей. Благодаря новейшим технологиям и возможностям уроки перешли на новый уровень. За прошедший год была проделана большая совместная работа учителя и ученика, так как в центре каждый ребенок нашел для себя что-то интересное, а учитель смог освоить и воплотить в жизнь новые технологии и методы обучения. Ресурсы точки роста широко используются для развития шахматного образования и общественного движения школьников, направленного на личностное развитие, повышение их социальной активности и мотивации к творческой деятельности. В центре «Точка роста» работают высококвалифицированные педагоги, которые прошли программы повышения квалификации, направленные на повышение профессиональной компетентности за счет освоения ими технологий проектной деятельности с детьми, изучения проектных методик, групповых форм обучения и коворкинга, инструментов и методов создания межпредметных проектов и сопровождения команды исполнителей на разных этапах работы с обычным учебным проектом. Педагоги центра занимаются самообразованием, в онлайн-режимах изучают гибкие компетенции, проектное управление, методы генерации идей. Фокус данных образовательных программ направлен на приобретение навыков работы с современным оборудованием. Проходя обучение, опытные специалисты рассказывают, как лучше использовать и дают представление о возможностях оборудования центра в плане использования его на тех или иных уроках и кружках. Также делается акцент на развитие необходимых компетенций. Все это обозначает некий вектор развития, направление движения. А вот дальше начинается творчество на местах. Преподаватели применяют полученные знания на практике и учат своих коллег, учителей биологии, физики, географии и других коллег новым технологиям и методам обучения. Например, использование современных техник и оборудования центра для проведения практических занятий или виртуальных лабораторий по предметам естественно-научного цикла, 3D-проектирования, моделирования по точным наукам и других. Благодаря всему этому на новый уровень вышли и уроки технологии. Создание центра в школе позволило популяризировать среди обучающихся и их родителей востребованные инженерные и технические специальности, обновить содержание и методы обучения по предмету технология. Преподают в школе предмет технология Фурсик Владимир Анатольевич и Оледничук Ольга Владимировна, учителя с многолетним стажем. Оледничук Ольга Владимировна, учитель технологии, говорит, что центр дал ей одну из самых уникальных учебных возможностей. Это конструирование, возможность развивать любознательность, восприимчивость, логическое мышление и воображение. Наряду с конструированием ребята осваивают работу с электронным штангенциркулем и мультититулом, электролобзиком и шуруповертом. Конечно, с соблюдением всех требований техники безопасности. В школе много ребят,
которые увлекаются шахматами. Инфраструктура центра «Точки роста» помогает им во внеурочное время постичь азы шахмат в пространстве с помощью доски и фигур. Занимаются шахматами учащиеся первых-пятых классов. Ведет шахматный кружок «Белая ладья» педагог дополнительного образования Гам Елена Александровна. Не секрет, что шахматы развивают интеллектуально, оказывают положительное влияние на личностный рост ребенка, делают акцент на развитие не только мышления победителя, но и умения достойно принимать проигрышную партию, находить причину поражения. На базе центра «Точки роста» обучающиеся нашей школы принимают участие в различных турнирах разного уровня. Шахматная партия – отличная игра и отличная идея для времяпровождения с друзьями, родителями. Игры в шахматы учат осознавать последствия своих действий, а еще развивают логику с малых лет. Турниры по шахматам помогают обучающимся не только развивать особые навыки, но и учат побеждать и проигрывать. Елена Александровна учит ребят думать на перспективу и максимальным образом использовать необходимые для достижения цели ресурсы, решать задачи, применять различные тактики игры, а также достойно принимать победы и поражения. Также «Точка роста» – центр притяжения социокультурной жизни обучающихся. Использование центра во внеурочное время как общественного пространства служит для развития общекультурных компетенций, творческой, социальной самореализации детей. Современные дети и подростки активно включаются в общественные отношения, участвуют в общественной деятельности наравне со взрослыми. В этом им помогает общероссийская, общественно-государственная детско-юношеская организация РДШ. В своей деятельности движение стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности. Личностное развитие – это организация творческой деятельности обучающихся. Мы создаем условия для всестороннего, гармоничного личностного развития человека, а Центр «Точки роста» нам в этом помогает. На базе Центра мы проводим различные мероприятия, деловые и ролевые игры, тренинги, дискуссии, беседы, социальные акции и мини-проекты, творческие задания, круглые столы. В кабинете формирования цифровых и гуманитарных компетенций современный интерактивный комплекс Teach Touch, который заменил интерактивную доску. Высокоскоростной оптоволоконный интернет позволяет нам моментально добывать необходимую полезную информацию и активно использовать все образовательные ресурсы. Я, мои коллеги, учащиеся школы, узнали много нового, повысили свой уровень компетенций в IT-технологиях. Также ребята узнали о том, что такое дизайн мышления, о подходах к его формированию, что, безусловно, положительно отразилось на качестве обучения, на уровне овладения теми или иными компетенциями. Признаюсь, я и сама с огромным любопытством наблюдаю за тем, как ребята делают проекты, осваивают и программируют движение квадрокоптеров, работу 3D-принтера, ведь нас этому не учили ни в школе, ни в вузе. У нас такой техники не было. Поэтому ресурсы Центра «Точки роста» уникальны и широко используются нами для развития шахматного образования и общественного движения школьников, направленное на личностное развитие, повышение их социальной активности и мотивации к творческой деятельности. Спасибо за внимание. Вот сейчас вот на примере этой презентации, на примере этого транслируемого опыта мы получили возможность отметить, как дружная работа всех педагогов в такой вот единой школьной команде позволяет повысить эффективность использования вот этих вот уникальных технических ресурсов данного центра образования.
Мы здесь с вами отметили, что, наверное, заметили уже, что и педагоги, которые прошли курсы повышения квалификации, повысили свою методическую предметную компетентность в данной вот области, они проводят курсы или передают свой опыт другим коллегам, которые еще на этих курсах не побывали. И обратите, пожалуйста, внимание, насколько широк спектр использования данных ресурсов. Это и урочная деятельность, и внеурочная деятельность, это и организация социокультурного пространства. Все это мы с вами заметили. Спасибо большое, Марина Борисовна. И всему вашему коллективу очень хорошо, что вы назвали и фамилии, имена, отчества своих коллег, с которыми вы работаете. Большое вам спасибо. Ну, а сейчас мы передаем слово Баскаковой Ольге Юрьевне, которая расскажет, уже переведет нас из такой внеурочной деятельности в урочную деятельность. Здравствуйте, Баскакова Ольга Юрьевна, учитель биологии и химии, школа 5, город Инта. Реализация программ учебных предметов химия, биология с использованием оборудования Центра «Точка роста». В рамках национального проекта образования стало возможным оснащение нашей школы современным оборудованием Центра «Точка роста». Внедрение этого оборудования позволяет качественно изменить процесс обучения химии и биологии. Появляется возможность количественных и качественных наблюдений, опытов для получения достоверной информации о химических, биологических процессах и объектах. Полученная в рамках проекта химическая лабораторная посуда и оборудование позволит проводить качественные исследования, практические работы по учебным предметам. Учащиеся смогут самостоятельно делать выводы, выявлять различные закономерности. Например, использование датчиков, которые входят в комплект цифровой лаборатории естественно-научной направленности. Для получения информации об изменении температурного режима используется температурный датчик, а также датчик измерения pH, который позволяет измерить состав почвы, показать pH растворов солей при процессах гидролиза, электронные весы, уменьшающие время взвешивания веществ, а микроскоп высокой точности покажет при разном увеличении биологические объекты и даст возможность рассмотреть и приготовить биологические препараты самостоятельно. Реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам естественно-научной направленности возможна через использование цифровых лабораторий. Они являются совершенно новым современным оборудованием для проведения различных школьных исследований, как входящих в учебную программу, так и совершенно новых. Цифровая лаборатория полностью меняет методику и содержание экспериментальной деятельности. Анализируя результаты проведенных опытов, учащиеся убеждаются в том, что те или иные теоретические представления соответствуют или противоречат реальности. Только осуществляя эксперимент, можно проверить достоверность прогнозов, сделанных на основании теории. В процессе формирования экспериментальных умений ученик обучается представлять информацию об исследованиях в 4 видах: в вербальном – описывать эксперимент, создавая словесную модель эксперимента, в табличном – заполнять таблицы данных, лежащих в основе построения графиков, в графическом – строить графики по табличным данным. Формирование исследовательских умений учащихся. Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся смогут выполнить примерные лабораторные работы, эксперименты, практические работы по программе основной школы. Например, на слайде представлено примерное планирование уроков биологии с использованием цифровой лаборатории нашей школы. В основном, конечно, это микроскопирование. Микроскопические исследования по биологии, которые мне бы хотелось показать на конкретном примере урока в 5 классе. Лабораторная работа «Приготовление препарата клеток сочной чешуи лука». Представленные фотографии можно увидеть при использовании микроскопа. На слайде показаны правила приготовления микропрепарата кожицы чешуи лука.
Работа интересная, с применением микроскопов, используется и цифровой микроскоп. Ребята выполняют ее с большим интересом. Конечно, помощь учителя необходима, он координатор действий учащихся на уроке. В конце лабораторной работы дети самостоятельно формируют вывод. Теперь хочу представить вашему вниманию примерное планирование уроков химии с применением цифровой лаборатории в нашей школе. Примерные темы даны для 8 и для 9 классов. И это практические работы, и лабораторный опыт, и демонстрационный эксперимент. Хочу привести пример применения оборудования цифровой лаборатории на уроке химии в 8 классе по теме «Методы познания химии». Ребята только начинают изучать основы этого интересного предмета. Как правило, детям очень нравится химия, и это понятно. Все ждут интересных и занимательных опытов. Поэтому на примере данной практической работы можно показать строение пламени спиртовки с использованием датчика температуры на основе программного обеспечения Relion Light. Показатели сравниваются с пламенем спиртовки, пламенем свечи и сухого горючего. Можно использовать только пламя свечи на усмотрение учителя. Показатели заносятся в таблицу, сравниваются между собой, и в конце работы учащиеся делают вывод. Например, ход работы изучения строения пламени. Запускаем на регистраторе данных программное обеспечение Relion Light. Подключаем высокотемпературный датчик к регистратору данных, закрепляем датчик в штативе так, чтобы его кончик касался фитиля спиртовки, и запускаем измерение температуры клавишей «Пуск». Зажигаем спиртовку, ждем немного, пока показания стабилизируются, и записываем значение температуры на схеме пламени. Схема прилагается. Перемещаем датчик температуры в следующие точки пламени в соответствии с указанной схемой. Ослабляя муфту и перемещая вместе с лапкой и датчиком в нужное место. Когда показания стабилизируются, заносим значение температуры в соответствующие точки на схему. Таким способом измеряем температуру во всех точках пламени, отмеченных на схеме. Делаем вывод, какой источник теплоты предпочтительно использовать в химической лаборатории и почему. Вот на таких больших примерах показано использование оборудования цифровой лаборатории. Спасибо за внимание. Спасибо, Ольга Юрьевна. И вот мы сейчас с вами рассмотрели второй пример уже использования оборудования специального предметного по биологии, по химии на уроках. Но, конечно же, за вот этой вот внешней такой вот стороной стоит еще и процесс обучения школьников работать с этим новым интересным оборудованием. И вот очень правильно сказала Ольга Юрьевна, что вот именно проведение экспериментов, проведение исследований собственноручно, да, как раз это и будет способствовать и формированию, естественно, научной грамотности и столь нам сейчас интересной функциональной грамотности. Спасибо нашим экспертам. Они продемонстрировали нам возможность использования ресурсов Центра образования «Точка роста» с разных направлений, и с позиций предметного содержания, и с позиций внеурочной деятельности, организации внеурочной деятельности и формирования нового совершенно по качеству образовательного пространства. Прежде, значит, на что хочу обратить ваше внимание, на то, что вот когда вы будете работать уже над своими программами, вот даже вот те, кто вот уже не разработаны, пожалуйста, вот не откладывая в долгий ящик, пожалуйста, отметьте, укажите на своем титульном листе программы, да, что она разработана с использованием ресурсов Центра «Точка роста», да, и дополните, пожалуйста, последнюю колонку «Оборудование Центра». Далее хочу обратить ваше внимание на то, что
нужно бы проанализировать другие тематические планы не только по своему любимому предмету, так, но и взять, посмотреть, биологи посмотрели бы у химиков методические рекомендации, у физиков на предмете технология, так, и, может быть, кто-то найдет для себя какие-то еще новые крупинки методических идей, да, для того, чтобы сделать свой учебный процесс наиболее качественным. Итак, у нас поступило 2 вопроса. Так, не вижу. Так, спасибо за информацию. Так, а где вопросы у нас? Не вижу. Извините, далеко там. Вот, спасибо. Угу. Так, все документы на сайте должны быть подписаны цифровой подписью. Хорошо, делайте цифровую подпись, ставьте печать. Ну, то есть это документ, и он должен быть оформлен так, как это нужно. Поскольку семинар указан на разное время. Но, извините, здесь вам пришлось подождать. Да, у нас было, потом пересмотрели время, назначили на 16:00. Буду более внимательнее к определению времени. Так, ну и последний слайд, пожалуйста, Дмитрий Валерьевич, включите. Так, и наше занятие продолжится и в 9 декабря у нас также в 4 часа следующее занятие. Так, мы там будем рассматривать особенности организации образовательной деятельности по учебному предмету ОБЖ, и продолжится также представление опыта по химии и по биологии. Очень приятно, спасибо. Так, ну и в 2022 году у нас будут следующие примерные темы. Я уже в конце декабря пошлю такой лист-заявку по муниципальным образованиям, чтобы вы смогли сориентироваться по датам и по времени. И я призываю всех к тому, чтобы вы принимали участие в наших семинарах. Я, конечно, приветствую ваш порыв послушать, но слушать-то тоже надо что-то. Так? Поэтому не бойтесь, представляйте свой опыт. Есть даже вот еще такая форма представления, как проект. То есть не обязательно рассказывать уже о том, что произошло. Так? А вот я смотрела другие регионы Российской Федерации, они представляют вообще проект по муниципалитету, по району, как планируется организация работы в точке роста. Можно рассмотреть, например, как используется тот или иной вид оборудования в самых разных классах, на самых разных уроках. Ну, что мне вас учить? Вы сами знаете, над чем нужно работать. Так? И вот про это можно рассказать. Как количественно изменяется у нас успеваемость, как качественно изменяются, какие личностные какие-то приросты вы отмечаете у учеников. Так? И я постоянно на каждом вебинаре, семинаре говорю о том, что Академия Минпросвещения, которая курирует этот проект, они хотят запустить в 2022-2023 учебном году олимпиаду учеников, которые учатся по программам «Точка роста», то есть какие-то организовывать интеллектуальные конкурсы. И вот у нас еще запланирован такой вот вебинар, нет, он даже не вебинар, методический семинар, потому что вы будете рассказывать, как все делается. Это будет у нас методический семинар где-то в конце января, исследовательская и проектная деятельность учащихся с использованием ресурсов «Точка роста». Ведь можно использовать не обязательно какой-то сразу же такой научный проект ставить. Вы знаете, что исследовательская деятельность может носить и учебный характер. Пожалуйста. Далее мы будем рассматривать такую тему, как интеграция общего и дополнительного образования, которая осуществляется на базе данной образовательной организации. Так, что у нас еще будет? Так, ну, а внеурочная деятельность и дополнительное образование в наше время невозможны, если не будет сетевых партнеров. Вот как осуществляется сетевое взаимодействие, так, какие нормативные документы нужно разработать. Этому тоже наш будет посвящен семинар где-то в феврале-марте. Так, в итоге мы посмотрим с вами, а что такое экопространство.
экопространство системы образования с использованием ресурсов «Точка роста». То есть вот уже к концу учебного года у нас должно сформироваться представление о том, что такое экопространство системы образования. И очень сложный такой семинар, который будет у нас в конце года учебного, где-то это конец апреля, это методический семинар «Диагностика функциональной грамотности» школьников, которые работают с использованием ресурсов данного образовательного центра. К апрелю месяцу мы уже все, наверное, поймем, что такое функциональная грамотность и как какие-то отдельные элементы функциональной грамотности можно диагностировать. Ну вот, на этом я заканчиваю наш семинар, скоро прозвенит звонок. Обратная связь, пожалуйста, представлены у нас данные на экране. Звоните, рабочий телефон. Ух ты, неправильно указала рабочий телефон. Хорошо, что посмотрела. Добавочный 318. Дмитрий Валерьевич, нельзя сейчас исправить сразу же по ходу дела. Добавочный 318. А электронная почта моя. Новикова@Крюро.ру. Какие у вас еще возникли вопросы? Так, коллеги. Пожалуйста, я очень жду с нетерпением всегда ваших заявок, с вашими докладами, с вашими вопросами. Ну что ж, тогда звонок звенит. До свидания. Всего доброго. Будьте здоровы.